Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши-Кшара. Сегодня в Народном собрании Абхазии продолжилось заседание сессии, начатое в пятницу 22 февраля. Депутаты рассмотрели оставшиеся 4 вопроса повестки дня, в том числе проект закона о декларировании доходов чиновников. Что касается создания парламентской комиссии по изучению вопросов экономической эффективности и экологической безопасности, связанных с разведкой и добычей углеводородного сырья на территории Абхазии, народные избранники решили посвятить обсуждению этого вопроса отдельное заседание. Подробности в репортаже Ирины Аршба. Проект закона о декларировании доходов, расходов имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами принят народными избранниками в первом чтении. Представил законопроект руководитель рабочей группы Астамур Логуа. Цель данного закона – установление мер по противодействию коррупции и предупреждению необоснованного обогащения субъектами декларирования и членами их семей. Практически весь депутатский корпус поддержал данный законопроект и согласился с необходимостью принятия в нашей стране антикоррупционных мер. В то же время, по мнению некоторых депутатов, данный закон сырой, и над ним необходимо еще поработать. Илья Гуния заметил, что в проекте закона есть такие понятия, как госслужащий и чиновник, а закона о госслужбе в Абхазии до сих пор нет. В предлагаемом проекте закона прописано, кто именно попадает под понятие госслужащего, отметил Астамур Логуа. Кроме того, как подчеркнул депутат, закон о госслужащих должен быть принят в ближайшее время. Поэтому и говорим, что давайте в первом чтении его примем, и потом на правовом комитете еще раз проведем слушание, и, наверное, в развитии закона антикоррупционного и в преддверии закона о госслужбе это будет хорошим началом. Представитель президента в парламенте поддержал законодательную инициативу. Но, как отметил Дмитрий Шамба, чтобы данный закон работал, необходимо внести изменения в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. Данный законопроект может постичь судьба также и закона о противодействии коррупции, который будет принят, который, к сожалению, мы можем сегодня констатировать, что те ожидания, которые были, когда его принимали, они не оправдались, и закон не работает. И чтобы данный законопроект, который сегодня мы рассматриваем, без соответствующих изменений не будет работать. Поэтому в первом чтении, а потом уже совместными усилиями дальше соответствующие профильно-отраслевые изменения в законодательство необходимо вносить. В конце декабря 2018 года Кабинет министров Абхазии своим постановлением внес ограничения на потребление электроэнергии для так называемых майнеров криптовалют. По мнению депутатов, постановление подготовлено с нарушениями, так как адресовано юридически несуществующим субъектам и ограничивает незапрещенный вид деятельности. Депутаты приняли обращение, в котором рекомендуют правительству отменить это решение, а также разработать и предложить Народному собранию поправки к действующему законодательству, нормативно закрепляющему данный вид деятельности. Еще одно обращение, принятое Кабинету министров Абхазии, касалось вопроса изменений в приложениях 223 и 224 статей Уголовного кодекса Республики Абхазия. Уже несколько месяцев мы как приняли в первом чтении законопроект об увеличении в статьях сроков наказания за распространение наркотических средств и перевозку через государственную границу. Уже 2 письма Кабинету министров было направлено для увеличения крупного и особо крупного размера, дабы разграничить человека, который употребляет, и человека, который распространяет. Не можем людей сажать на серьезные сроки заключения, если мы не разграничим их. В конце заседания народные избранники вернулись к обсуждению вопроса создания комиссии по изучению ситуации, связанной с разведкой и добычей углеводородного сырья на территории Абхазии. Сославшись на то, что в пятницу техника, отвечающая за подсчет голосов, работала с перебоями, депутат Алмаз Джапо обратился к спикеру с просьбой вновь вынести на голосование предложенный им на прошлом заседании сессии вариант проекта постановления. На заседании сессии парламента в пятницу на голосование были предложены 2 варианта проекта о создании комиссии, и большинство депутатов не согласились со 2-м пунктом постановления о приостановлении деятельности компании «Апсны Ойл» до результатов работы комиссии. И сейчас это предложение не нашло поддержки депутатов. У меня создается такое впечатление, что это настолько становится, знаете, такой игрой, как говорится, значит, между, не понять не могу, между отдельными группами, как говорится, депутатов. Давайте обсудим спокойно на комитете.
Значит, во-первых, есть лицо государства тоже. Мы имеем главного, единственного партнера, представителя и так далее. Говорить сегодня одно, завтра менять другое, не зная по существу дела. Давайте, значит, соберите комитет, пожалуйста, еще раз обсудим, пригласим специалистов и поговорим. И в конце концов, есть, видимо, какое-то мнение со стороны, как говорится, руководства государства тоже. Слушайте, они ведут какие-то переговоры тоже. Мы все ставим под значит, вопрос. Давайте тогда, как бы, это не парламентская страна. Ну давайте как бы подойдем. Я, честно говоря, понять не могу. Понятно, что мы рекомендуем, как бы. Нашу рекомендацию могут в сторону отодвинуть. Давайте спокойно разберемся. И пускай все прекратят дивиденды из этого, извините меня, вот из этой нефти, уже пока ее не добыли, уже начинаются на этом спекуляции. На этот раз голосование не состоялось вообще. Как отметил руководитель Комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба, в соответствии с регламентом нельзя в течение одной сессии рассматривать один и тот же вопрос дважды. Оба проекта были поставлены, про них прошло голосование. Виновата техника или не виновата техника. Если здесь кто-то есть вопросы по этому вопросу, надо отправить на экспертизу и посмотреть. Но итоги голосования были утверждены. Сессия не закрыта, и новую повестку мы не формировали. В соответствии с регламентом наша сессия продолжает работу с пятницы до понедельника. Если новые есть проекты, потому что 2 проекта отклонены, хотя не требует регламент выносить это на комитет, потому что это не проект закона, а постановление. Но, тем не менее, было бы необходимо, чтобы каждый субъект законодательной инициативы, в том числе каждый депутат, и президент, и генеральный прокурор, председатель Верховного суда, могли ознакомиться с новым проектом, рассмотреть его в комитете с приглашением и специалистов, и кого необходимо будет из органов власти пригласить, рассмотреть и на ближайшее заседание сессии вынести новый проект. Такой возможностью воспользуется депутат Рауль Лолуа, который сообщил коллегам, что на следующее заседание сессии парламента вынесет свой вариант проекта по обсуждаемому вопросу. По мнению Рауля Лолуа, насколько правомерны заключенные с нефтедобывающими компаниями договоры и соответствуют ли они Конституции Абхазии, должен решить Конституционный суд. Депутат также не видит необходимости в создании парламентской комиссии. Таким образом, следующее заседание сессии парламента будет полностью посвящено обсуждению темы разведки и добычи нефти на территории Абхазии. Будет создана комиссия или же народные избранники согласятся с мнением, что в этом нет необходимости, станет ясно уже в ближайшее время. Ирина Аршба, Артур Каландия, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Тема разведки предполагаемой добычи нефти в Абхазии по-прежнему находится в центре внимания общества. Члены ветеранской организации «Абаш» распространили заявление, в котором выступают категорически против передачи прав нефтедобычи частным компаниям. Открытость и прозрачность в этом вопросе исключит коррупционную составляющую, отмечается в частности в заявлении. Мы не против добычи нефти, но хотим, чтобы эта работа велась в интересах нашей страны и народа и с зарекомендовавшими себя с положительной стороны государственными компаниями, заявляют члены ветеранской организации «Абаш». Сегодня президент Абхазии Рауль Хаджимба принял делегацию Союза писателей России во главе с председателем Николаем Ивановым. Делегация прибыла в нашу страну с целью укрепления связи между писателями Абхазии и России. Абхазию и Россию связывает давняя история взаимоотношений, которые, несомненно, должны и далее развиваться, отметил президент, приветствуя гостей. Весьма символично, что визит делегации из России совпал с юбилейной датой 145-летием со дня рождения основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулия. Сегодня можно сказать, что дело, начатое им в те сложные годы, находится в надежных руках, сказал Рауль Хаджимба. Я вам благодарен за то, что вы проявили такую инициативу, и сегодня вы здесь находитесь. Среди наших писателей, журналистов, которые активно работают над тем, чтобы эти связи приумножались. Я благодарен и нашим людям, которые сделали очень многое для того, чтобы русская культура была частью абхазской культуры, чтобы культура была тесно взаимосвязана, без каких-либо отрицаний, без каких-либо сложностей, которые, во всяком случае, бывают на сегодняшний день во взаимоотношениях между государствами. Очень многое связывает с Северным Кавказом. Субъекты, которые составляют единую русскую государственность. Мы хотим этих отношений и с Северным Кавказом. Мы
гордимся этими отношениями. Председатель Союза писателей России Николай Иванов поблагодарил Рауля Хаджимба за теплый прием, отметив, что у Союза писателей России есть большое желание возобновить тесные контакты с писателями Абхазии. Мы понимаем, что в какое-то время связи были ослаблены, но они никогда не были утеряны, подчеркнул Иванов. В данное время между Краснодарской писательской организацией и Союзом писателей Абхазии подписано соглашение о взаимодействии. У писателей Карачаево-Черкесии и Абхазии также налажены тесные связи. Политикам в определенный исторический момент удалось разорвать географическое вот такое единство нашей страны, да? Но никакие политики никогда не разорвут наше единство народное, нашу любовь двух народов друг к другу. Да? И, вы знаете, блистательный дипломат Федор Иванович Тютчев, когда говорил о единстве, он ответил оракулам, которые призывали единство сплачивать мечом и силой. Он им ответил очень просто. А мы попробуем спаять его любовью. И там посмотрим, что сильнее. Николай Иванов также отметил, что в ходе визита в Абхазию планируется разработать дорожную карту с конкретными проектами по укреплению разностороннего взаимодействия. В частности, будут обсуждаться возможности участия абхазских писателей во всероссийских писательских конкурсах, а также писательских семинарах, литературных чтениях. Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазов сказал о том, что для Союза писателей Абхазии визит в нашу республику российских коллег имеет большое значение. Конечно, мы придаем большое значение приезду делегации Союза писателей России. Мы, конечно же, в первую очередь за восстановление и развитие литературных взаимосвязей Абхазии и России. Приезд делегации Союза писателей России в Абхазию имеет большое значение как начало возобновления давних традиций сотрудничества. Член Союза писателей России Лариса Шибзухова отметила, что абхазы и абазины – братские народы, и эта встреча – еще одно доказательство единства двух народов. Что мы братские народы – это бесспорно, и наше слово, наш язык – этому лучшее доказательство, и кровь наша едина, и сознание едино, и менталитет у нас один. И в художественном слове это тоже, конечно, проявляется как нельзя лучше. В завершение встречи участники российской делегации вручили президенту Раулю Хаджимба памятные подарки. Сегодня же в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир представители Союза писателей России встретились со своими абхазскими коллегами. Российская делегация во главе с председателем Союза писателей Николаем Ивановым впервые посетила нашу республику в таком составе. Члены Союза писателей Абхазии и России обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества между организациями. Кроме того, абхазским писателям, членам Союза писателей России, были выданы удостоверения. Участники встречи отмечали необходимость возрождения былых контактов между писательскими организациями двух стран. Мы приехали в Абхазию, мы прекрасно помним вот эти все наши дружественные связи, мы прекрасно помним Пицунду. Трудно найти писателя, который бы не сказал хотя бы одного слова о Пицунде, о встречах с абхазскими писателями, с какой-то теплотой не отнесся к Абхазии. Мы приехали сегодня нашей делегацией, и спасибо Олегу Этлухову, который, в принципе, выступил инициатором вот этой нашей встречи, и президенту, и руководству вашей республики, тому, что вот на самом высоком уровне это произошла встреча, что мы встретились и мы обозначили какие-то свои приоритеты в нашем развитии. В первую очередь, конечно, для наших российских коллег и для нас это имеет большое значение. Почему? Потому что старшее поколение знает, какие были связи с нашими абхазскими писателями во времена большого государства Советского Союза. И, конечно же, с распадом Союза эти связи были прерваны. Однако в последнее время абхазские писатели, наши творческие организации все время контактируют с нашими российскими коллегами. И вот результат это сегодня, сами видите воочию.
Черноморэнерго продолжает веерное отключение электроэнергии на территории Абхазии с 11 до 14 часов из-за критически низкого уровня воды в Джварском водохранилище Ингур-ГЭС. Случаются и аварийные ситуации. 24 февраля после трехчасового планового отключения в Сухуме подача электричества не была восстановлена в некоторых частях столицы. Причиной этому стала авария на подстанции НИИПИТ. Алика Трапш продолжит тему. 24 февраля примерно в 14:20 из-за перегрузок на подстанции НИИПИТ вышел из строя трансформатор. Это повлекло за собой повреждение вакуумного выключателя ввода 10 киловольт, а также ряд взаимосвязанных повреждений узлов подстанции. В результате столица локально осталась без электричества. На место аварии сразу же выехала группа Центральной ремонтной службы Черноморэнерго. Так как авария на подстанции была серьезная, на устранение ее последствий понадобилось много времени. Только на выявление всех повреждений ушло несколько часов. Были заменены опорные и проходные изоляторы, трансформатор тока и группы контактных соединений. Подача электричества во всем городе была возобновлена только к 22 часам. По словам специалистов, за время отключения электричества на всех подстанциях остывает оборудование, которое находится не в лучшем техническом состоянии. Для того, чтобы на момент подачи электроэнергии снизить нагрузку с трансформаторов, в СУЭС рекомендуют на время общего отключения света отключать все электроприборы из сети. Нагрузки с каждым днем растут, энергии у нас все меньше и меньше становится в сетях. Почему? Потому что очень много электроприборов, которые нужны и не нужны, подключены единовременно. Обращаясь к жителям Абхазии, в этот период выключать лишние электроприборы. Они тоже уцелеют, и мы тоже можем свободно, без проблем включать свои масляные выключатели или вакуумные. С проблемой дефицита электроэнергии в зимне-весенний период Абхазия сталкивается не первый год. И, как отмечают специалисты, это связано с ежегодным увеличением потребляемой энергии населением страны. В этом году для бесперебойного обеспечения населения Абхазии электричеством количество воды в Джварском водохранилище вновь стало недостаточно. Именно по этой причине руководством Черноморэнерго с 20 февраля было принято решение об ограничении подачи электроэнергии на всей территории Абхазии. Если при полном водохранилище уровень воды составляет 510 метров от уровня моря, то сейчас вода опустилась ниже эксплуатационной метки и по последним данным составляет 428 метров, а на отметке 420 метров Ингур-ГЭС может полностью остановиться. Во избежание этого и были введены ограничительные меры. Бесспорно, веерное отключение электричества приносит массу неудобств населению. Особенно в городах республики люди сталкиваются со многими проблемами. В это время не работают светофоры, из-за чего на дорогах создаются автомобильные пробки. Без света не может работать и электронно-вычислительная техника, в связи с чем на 3 часа останавливается деятельность некоторых предприятий. Тяжелая ситуация и в домовладениях, где после отключения электричества прекращается и подача воды. Такая ситуация будет сохраняться до начала паводка, и ограничения подачи электроэнергии будут сняты только в случае осуществления перетока из России. Как только будет информация по перетоку из Российской Федерации, конечно же, мы прекратим эти веерные отключения, обязательно сообщим через СМИ нашему населению о том, что ситуация на тот момент стабилизировалась. График веерных отключений остается прежним, без изменений, с 11 до 14 часов ежедневно. Руководство Черноморэнерго призывает население Абхазии с пониманием отнестись к проблеме дефицита электроэнергии и как можно рациональнее потреблять ее. Алика Трапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Паспортные подразделения МВД ведут прием граждан и выдачу документов с понедельника по субботу, включая среду, которая ранее была неприемным днем, сообщает пресс-служба МВД. На 25 февраля готовы к выдаче 8070 паспортов. Паспортные службы оповещают граждан о готовности документов и приглашают к получению в удобное для них время. С контактными данными паспортных служб МВД можно ознакомиться на странице официального сайта ведомства. В учебном центре Министерства внутренних дел Абхазии началась экзаменационная сессия. Это первое испытание по результатам полугодия обучения специальным дисциплинам. Экзаменует первокурсников министр внутренних дел Гарри Аршба. Курсанты показали полученные базовые знания по одной из основополагающих дисциплин – основы оперативно-розыскной деятельности. Впереди у юношей и девушек еще 2 года обучения и прохождения предметной практики. За срок обучения курсанты в обязательном порядке проходят в полном объеме физическую, строевую и боевую подготовку, что немаловажно для сотрудника милиции. Получив соответствующее образование, приложив максимум усилий и освоив специальные дисциплины, у курсантов учебного центра есть все возможности достичь профессионального уровня в службе.
в средней школе милиции Министерства внутренних дел проходит очередной экзамен по оперативно-розыскной деятельности. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы, когда они придут, закончив данную школу милиции, чтобы они были способны на сегодняшний день защищать наше общество, наше государство от тех преступных проявлений, которые у нас существуют на сегодняшний день в нашей стране. С 21 по 23 февраля делегация из Республики Абхазия, возглавляемая министром культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвирой Арсалия, посетила Республику Адыгея с официальным визитом. В рамках визита в Северокавказском филиале Государственного музея Востока состоялась презентация культурно-выставочного проекта «Абхазия. История, культура, современность». Об этом событии рассказали сегодня члены делегации на пресс-конференции в Сухуме. Саид Арсалия продолжит тему. Презентация проекта «Абхазия. История, культура, современность» включала в себя выставку, посвященную 80-летию Союза художников Республики Абхазия, фотовыставку «Архитектура старого Сухума», круглый стол, сохранение культурного наследия в современном мире, вызовы, проблемы, перспективы, а также показ абхазских фильмов и творческие встречи художников Абхазии и Адыгеи. Мы постарались отразить разные стороны современной Абхазии. И мы очень надеемся, что этот проект получит продолжение. Конечно, он может менять свою конфигурацию в зависимости от той площадки, которую будет представлять принимающая сторона. И как завершение нашего мероприятия мы получили пожелание от коллег, конечно, и в Абхазии провести подобное ответное мероприятие. Конкретные вопросы взаимного сотрудничества были обсуждены за круглым столом на тему сохранения культурного наследия в современном мире, вызовы, проблемы, перспективы. Участники встречи подняли ряд актуальных тем и наметили план мероприятий на будущее. Мы обсуждали о тех проблемах и вызовах, которые стоят перед нами сегодня в эпоху глобализации по сохранению, популяризации объектов историко-культурного наследия. И очень важно для нас было обсудить также тему проблему перемещения артефактов культурного наследия. Сегодня период, когда нужно опять эти многокультурные отношения налаживать Абхазии с регионами не только Северного Кавказа, братских республик, но и с европейским государством, с Россией. Мероприятия, которые прошли в Государственном музее искусств народа Востока в городе Майкоп, рассказали посетителям об истории и культуре Абхазии. Выставка «Художники Абхазии» представляла собой экспозицию произведений абхазских мастеров живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства. На фотовыставке «Архитектура старого Сухума» были представлены около 50 уникальных фотографий гражданской архитектуры конца 19-го, начала 20 веков, демонстрирующие все богатство архитектурного наследия города. Саид Арсалия, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, местами возможен дождь со снегом. Температура воздуха ночью 0,5, днем 4-9 градусов, температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.